Уже много веков башкиры придерживаются старинных и, несомненно, чудесных традиций гостеприимства. У этого народа есть даже поговорки о том, что гость – посланник самого Бога, а неподобающе встретить гостя – стыд для хозяина. Hürmetli konaklar, rahim itiniz. Bizning oshxonamizdan, qimizimizdan ovoz itigiz. To'ridan o'zig'iz. Плясками, песнями, игрой на кубызе и курае сопровождается встреча гостей. В танцах находит художественное воплощение характер башкирского народа, его темперамент, эстетические идеалы, отношение к добру и злу. Каждое движение в башкирском танце выражает определенный элемент, выполняемый в быту, в жизни и работе. Башкирский народ издавна видел в гостеприимстве надежное средство, позволяющее строить дружеские, теплые, чисто человеческие отношения с окружающими. «Угощение и камень растопит», рассуждал народный ум и считал, что гостеприимство обладает удивительной способностью не только умиротворять черствые и холодные души людей, но и обезоруживать стихийные невзгоды и болезни. Хозяева стремятся угостить гостей самым лучшим, что есть в доме. Особое значение уделяется молочным продуктам. Башкиры верят, что если гость попробует молока или сметаны, надои у коров будут еще больше. Башкирский мед – это общее название. Сколько видов цветов в природе, столько можно назвать и вкусовых оттенков у башкирского меда. Недаром в основе букета сборного меда немало лекарственных растений. На прощание башкиры дарили гостям какие-нибудь сувениры. Сегодня эта традиция уже ушла в прошлое. Но если в гости приходят дети, хозяева стараются подарить им игрушку или сладости. Культура башкир формировалась на протяжении многих столетий, приобретая новые особенности и черты. Этот народ создал множество фольклорных творений, сказаний, обрядов и даже суеверий.